Глава Коми назвал ВДВ самой профессиональной и самой ударной из наших вооруженных сил. Почти 200 призывников из Коми и сегодня продолжают сложившиеся боевые традиции. Роман Истомин о том, как все происходило. Шестой год подряд спортивный клуб ДОСААФ собирает голубые береты на своей площадке. И когда День ВДВ стал традицией, для многих он явился не только как главный день в году, но и самый семейный праздник. Тут и погода, прямо сказать, радует. Единственный по-настоящему летний день пришелся именно на 2 августа. Некоторые этот момент отметили как знамение. Один из главных акцентов праздника – отмечать День ВДВ не просто шумную толпою, но и организованно. Это очень важно, учитывая особый настрой празднующих, погрузить в действие как можно большее количество человек. В чем-то это их право, ведь по-настоящему патриотических праздников в России не так уж и много. Как здесь говорят, тот, кто не служил в ВДВ, никогда не познает силу и дух боевого братства. Начало официальных мероприятий открывает Вячеслав Гайзер. Его десантура дожидается с особым трепетом. Внимание республиканских властей к организации праздника всегда было на особом уровне. Уже несколько лет за счет появления карткиросской традиции в столице Коми и близлежащих райцентрах порядок и спокойствие. Для еще большей координации работы прямо с трибуны звучит призыв вступать в союз ветеранов. Это как раз наш опыт перенимает очень много регионов, потому что вот в этом смысле ветеранского движения, вот опыта работы, организации ветеранской работы, нам, сказать, нечего стесняться, мы действительно реально одни из самых передовых вот, в Российской Федерации, с удовольствием делимся своим опытом. Ну а с точки зрения, так сказать, вот установки, что ли, или упора именно на организованность этого процесса, я считаю это абсолютно оправданным, потому что только таким образом можно решать очень многие задачи. Один из самых важных моментов – конкурс «Материнский пирог». Это когда матери погибших ребят угощают всех гостей любимыми пирогами их сыновей. У Альбины Шалыгиной в бою под Харсиноем во Второй Чеченской войне погиб сын Александр. Тогда в условиях горной местности 3 группы спецназа ГРУ проводили рейд. Продовольствие и патроны заканчивались, но поступил приказ продолжить выполнение задания. Все необходимое им обещали доставить на высоту 947. Измученные спецназовцы выдвинулись в обозначенное место. Но вместо своих встретили боевиков, которые тут же открыли огонь. Из 35 выжило лишь 2 псковских десантников. За эту очевидную ошибку тогдашнего военного командования президент Путин лично просил прощения у каждой матери. Вот почему конкурс «Материнский пирог» – неотъемлемая часть Дня ВДВ. Показать, что никто не забыт и ничто не забыто. Этот конкурс для родителей, наверное, не только как память к ребятам, которые уже не придут домой, да, к нашим сыновьям, а как поддержка по жизни нас друг друга, потому что только мы друг друга, наверное, поддерживаем. Спасибо главе республики, все время он с нами. Мужчинам, которые организовывают, которые помогают проводить вот такие конкурсы. И пусть их будет побольше, чтобы почаще мы встречались, смотрели друг на друга и поддерживали. А здесь готовится новое поколение десантников. Владимиру 19. На праздник в Карткирос из родной Визинги он приезжает 4-й раз. Осенью этого года молодой человек уходит служить в ВДВ, в ту самую Псковскую дивизию. Это лето он посвящает и собственной физической подготовке, и помогает Сысольскому военно-патриотическому клубу «Звезда» организовать работу с детьми. Они уже сегодня с завистью смотрят на голубые береты. И девиз «Никто, кроме нас» им как никому по душе. Ну, как бы самоучка, я сам учился этому всему, и маленькие, дети подтягиваются, и я после этого как бы их, тренирую, учу, и вот успехов достигают. Вообще, ребята, с какой активностью идут к вам? И как вы... О, да, я бы сказал, даже бегут, потому что когда, видят все это со стороны, всем это интересно, естественно, как бы особенно в таком возрасте. И какой же день ВДВ без прыжков с парашютом? У каждого была уникальная возможность глотнуть свежего воздуха на высоте 1000 метров. Несмотря на порывистый ветер, участники проявили весь свой профессионализм и лавировали в воздушных потоках грациозно, словно во время выполнения боевой операции. Роман Истомин, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Карткиросский район.